Глава Ингушетии принял участие в декаде приемов граждан партии «Единая Россия». Почему не одеваете маску? Почему я в маске? Кто сказал, что я без Только что вы одели. Жизнь по новым правилам. Как обезопасить себя от ковида? За соблюдением принятых мер следит Роспотребнадзор. Что показала очередная проверка? Отправки проходят в соответствии с графиками. Уже очередная отправка. Ближайшая отправка у нас планируется на 4 декабря. Впереди у них благородная миссия, и выполнить они ее намерены здоровыми. Расскажем об осенней призывной кампании. Архивные документы, фотографии и, самое главное, фамилии ингушей, без вести пропавших на фронте. Не забыты. Выставка ко дню неизвестного солдата в Музее краеведения ждет своих посетителей. Если для вас уже горит зеленый, ни в коем случае не переходите в проезжую часть. Информационная кампания «Зебра». Что знают наши дети о правилах поведения на дорогах Ингушетии? Здравствуйте, это новости 24. Глава Ингушетии принял участие в декаде приемов граждан, приуроченных к 19-летию основания партии «Единая Россия». Прием прошел в дистанционном формате. Вопросы трудоустройства, развития малого и среднего предпринимательства, решения жилищных проблем. Было принято 5 обращений от жителей различных населенных пунктов региона. Все заявители получили исчерпывающие ответы. Первый вопрос озвучил Адам Талдиев с просьбой посодействовать в трудоустройстве на тренерскую работу. Заявитель занимается обучением дзюдо. Его воспитанники являются победителями всероссийских и международных турниров. Всю свою сознательную жизнь я занимаюсь спортом и пропагандирую здоровый образ жизни. Я открыл зал дзюдо и тренирую там детей. Но пока, к сожалению, у меня нет официальной рабочей единицы как тренера. И это очень большая проблема для меня, так как я не могу представлять своих учеников и своего сына на официальных соревнованиях. Глава региона дал поручение проанализировать деятельность имеющегося тренерского состава и эффективность их работы. В приоритете должны быть те, кто имеет квалификацию и навыки, реально обучает наших детей и приносит хорошие результаты. Такие специалисты должны быть востребованы на тренерском поприще, подчеркнул Махмуд Али Калиматов. Мы наводим порядок в каждом учреждении. Как только у нас будет вакансия, мы его обязательно трудоустроим. То, что вы делаете, искренне скажу, что это самое лучшее, наверное, дело, потому что это воспитание, здоровье подрастающего поколения. Кто-то там числится, ходит, а кто реально тренирует, реально работает, значит, у них, получается, и нет должности тренера. Я думаю, мы этот вопрос решим. К 15 числу декабря давайте доложите, или к 10 даже, реальную картину. Жительница Малгобека Залихан Халухаева обратилась за помощью в изготовлении протеза нижней конечности для своей 6-летней дочери, а также в организации выезда на иногороднее лечение. Региональным фондом социального страхования было рекомендовано обратиться к ним с заявлением, после чего девочка будет обеспечена техническими средствами реабилитации, а также креслом-коляской с ручным приводом и ортопедической обувью. Руководитель субъекта также поручил Минздраву оказать содействие в получении медицинской квоты для лечения и финансовой поддержки при выездном лечении. Квоту выделили или не выделили? Не выделили, она просит, что помогли, ускорить выделение квот. Это Министерство здравоохранения. Вы обратитесь, да, официально. И если какой-либо ответ неудовлетворительный будет, тогда мы возьмем это на контроль. До 15-го, чтобы мне доложили, что квота есть, она определили ей. Я думаю, этот вопрос мы решим. Хорошо? Марем Калоева в своем обращении попросила оказать содействие в улучшении жилищно-бытовых условий. Запрос жительницы Сунжи был удовлетворен. Ей была дана подробная консультация от представителей администрации города и Минтруда Ингушетии, которым было поручено оказать содействие в сборе необходимой документации и оказании помощи заявительнице. Чиновникам, говорю, и руководителям. Пакет документов вы должны помогать. И если эти документы нужно вам оформить тяжело, то помогут оформить. Только заявление
Заявление только надо написать. Следующий вопрос касался получения лицензии на право ведения образовательной деятельности. Индивидуальный предприниматель Зулейха Альянова планирует расширить перечень дополнительных обучающих услуг на базе имеющегося центра. Махмуд Али Калиматов отметил, что вопрос попадает в зону ответственности Минобра Ингушетии и дал поручение детально его изучить, проработать возможности оказания содействия. Я уже арендую помещение в самом центре Назрани, и было бы хорошо, если я стала бы учебным центром, лицензированным, в котором преподаются очень много нужных, хороших направлений, которые были бы полезны людям, полезны обществу, как повышение квалификации, так и получение новых навыков. За что я ратую и всем говорю, мы должны помогать малому и среднему бизнесу. Вот если она занимается, приносит пользу себе и людям, какие-либо ей возможности помощи определит. Также к эфиру присоединились жители сельского поселения Вежери-Юрт, которые выразили благодарность главе республики за строительство социальных объектов. Напомню, в Ингушетии, как по всей России, с 1 по 10 декабря будут проходить приемы граждан в рамках декады, приуроченной ко дню рождения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Прием в дистанционном режиме будут осуществлять представители региональной общественной приемной «Единая Россия», местные общественные приемные партии при участии депутатов Госдумы, Народного собрания и муниципальных собраний, представители республиканских министерств и ведомств. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24. В Ногасе состоялось заседание постоянно действующего координационного совета по обеспечению правопорядка в Ингушетии под председательством Махмуда Али Калиматова. На совещании, в числе прочих, обсудили концепцию построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Работа по его внедрению на территории региона ведется с 2017 года. О ходе реализации программы доложил начальник управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Ибрагим Ганижев. В ходе реализации первого этапа на территории пилотного муниципального образования Магаса создан сегмент видеонаблюдения. Установлено 39 камер видеонаблюдения и консоль экстренной связи гражданин-полиция, обеспечивающая возможность круглосуточного видеонаблюдения и записи видеоизображений в течение 30 суток. На дорогах республики установлено 55 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Анализ эффективности их использования свидетельствует о снижении количества нарушений ПДД, как в местах их функционирования, так и в целом. Так, сравнение результатов 8 месяцев этого года с аналогичным периодом 2018, когда началась эксплуатация оборудования, показывает, что количество нарушений ПДД, фиксируемых комплексами, уменьшилось в 2,5 раза, что значительно снижает риски на дорогах. На данный момент в Ингушетии ведется работа по реализации второго этапа внедрения АПК «Безопасный город». Новый корпус спортивно-тренировочного центра строится в Мужичи. Объект возведен более 50 лет назад. Вдохнуть новую жизнь в спортцентр удалось благодаря федеральной программе. Здесь реконструируют жилые и административные здания. Все это позволит существенно улучшить условия для спортсменов. Как только завершатся все отделочные работы, в новом гостиничном корпусе заиграет жизнь. Не без гордости отмечает Мурат Тимурзиев. Трехэтажное здание на 290 мест заметно выделяется среди всех других обновленных объектов спортивного центра, а жилые помещения органично сочетаются с обустроенными рядом несколькими спортивными залами. Были деревянные полы, но полностью сгнившие. Мы полностью все это сняли, все полы сняли. Полностью провели здесь коммуникации, сделали стяжку, сухую стяжку. И на нее наливной пол налили, и на нее постелили вот спортивный линолеум. Он очень прочный, специально для спортивных залов. Батареи поменяли, систему отопления. Полностью провели здесь систему вентиляции, сделали новую систему вентиляции. Светильники полностью поменяли. Тут светильники такого старого образца. Сейчас повесили и количество так, чтобы света было достаточно. Душевые, раздевалки, комнаты для досуга спортсменов и просто отдыхающих. Каждое здание обеспечено новым оборудованием. Кстати, в некоторых помещениях осталось только навести порядок. Обновлена сауна, котельная и столовая, в которой заменили все столы, стулья, пункт раздачи, да и сам пищеблок полностью укомплектован новыми жарочными шкафами и печами. Кухня только и ожидает поваров. И для кухни, и на раздаче, и мясорубки, картофель, чистки, все полностью. Все поменяли, фаянс поменяли, все поменяли здесь. И пожарные датчики, они сейчас проверяют, адрес присваивают.
из плита. Они поднимают плиту и там, в общем, на единый этот выводят. Все, ну будет. Все, а так все закончено. Видеокамеры установлены. Вот единственные датчики, они вот проверку пройдут. База отдыха Мужичи рядом с рекой Аса построена более полвека назад. На базе регулярно тренируются местные и приезжие спортсмены. С начала реконструкции здесь обновлены здания 3 спальных корпусов: столовой, сауны, административные и бытовые помещения. И что не может не порадовать спортсменов, так это новые спортивно-тренировочные площадки, в том числе для игр волейбол, баскетбол, футбол и теннис. За состоянием каждого из объектов здесь будут следить и отдельные специалисты. Фасады утепленные и обшитые специальной пленкой, поверх которых обустроены композитные кассеты на одних и облицовочный кирпич на других. Словом, спортивно-тренировочный центр не узнать. Как было до реконструкции и как стало сейчас, видно в сравнении. Все коммуникации подведены. Ежедневно здесь трудятся около 50 специалистов. Пока одни прокладывают интернет, другие заняты облагораживанием территории. Установлены новые скамейки освещения и бордюры. По всей территории базы отдыха проложили тротуарные дорожки. На обновление спортивно-тренировочного центра Мужичи направлено больше 200 миллионов рублей. Реконструкцию начали этой весной, а завершить планируют к концу декабря. Объект находится под особым контролем главы региона. Объект очень важный, потому что даже глава администрации республики Махмуд Али Макшарипович несколько раз посетил, под личный контроль держит этот объект, поэтому все, что тут делается чисто на совесть и будет требование. Потому что это место само по себе очень важное. Сюда будут присутствовать заграничные спортсмены, потому что тут объекты они очень важны, потому что природа тут, сами видите как. Поэтому и нам тем более это важно, что люди нашего сельского поселения Мужичи будут заняты тут на работе. Это очень важно. Поэтому, мне кажется, все будут рады этому объекту. Сравнив по прошлому и настоящее время, тут объем работы 3 раза увеличится по сравнению с тем. Тут все эти объекты были изношены, даже в аварийном состоянии. Полностью сделана реконструкция, полностью сделан капитальный ремонт. Вот эти все 3 корпуса, они спальные корпуса, тут будет размещаться около 120 человек, спальня размещает. Полностью заменили все, и полы, и крыши, и все. Уже через пару недель ингушские спортсмены смогут здесь готовиться к новым стартам. Теперь условия точно позволяют. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24. 81 человек за сутки зафиксированы региональным оперштабом. 48 пациентов в тяжелом состоянии, 20 находятся на ИВЛ. Это данные по коронавирусу. Несмотря на соблюдение масочного режима, запрет на проведение массовых мероприятий и других мер, объявленных главой республики, количество заразившихся увеличивается. Сегодня Роспотребнадзор провели очередной рейд. О нем подробно расскажет Тамара Хашагульгова. Носить маску и соблюдать дистанцию под силу каждому. Однако находятся и те, кто до сих пор пренебрегает элементарными санитарными мерами. Кто-то уверен, что не болеет, а кто-то, что не заразится. Различные отговорки грозят серьезными штрафами. Получить их рискуют и сотрудники Назрановской администрации. Это первый пункт в списке ревизоров. Как видно, для некоторых сотрудников закон, что называется, не писан. Впрочем, после разъяснительных бесед маски и антисептики все же нашлись. Да и сами работники мэрии уверяют, это единичные случаи нарушений. В администрации проводятся беседы с сотрудниками, мы соблюдаем масочный режим, также соблюдается дистанционный режим, предоставляются все антисептические средства, проводятся ежедневные уборки по обработке помещений. Также мы информируем население. На проходной, да, у нас всегда лежат маски, есть антисептические средства. Следующая точка у ревизоров – многофункциональный центр. Подать заявление на выплаты или оформить документы. Отбоя от посетителей здесь не бывает даже в период эпидемии. Поэтому такого рода предприятия сферы услуг на особом счету у контролирующих. Вам же дают указания соответствующие, одевать маски. Ну, надо менять тогда маски. Почаще менять надо эти маски. С такой безответственностью борется с помощью предписаний и протоколов. После МФЦ прямиком на торговые точки. Небезызвестное синее здание – конечная точка ревизоров на сегодня. Если в обычное время здесь нет отбоя от покупателей, то из-за пандемии их на порядок меньше. Но это не повод пренебрегать масочным режимом.
Почему не одеваете маску? Почему я в маске? Кто сказал, что я без маски? Только что вы одели. Оштрафовать могут даже если маска надета недолжным образом, не закрывает рот или нос. Нуродимхан Ахильгова сегодня избежала серьезного наказания за спущенную маску. В магазине детских игрушек и одежды она работает 4-й месяц. Уверяет, что старается соблюдать меры предосторожности. Всех я две части, коричневую часть, не ешь. Не всегда успеваю, я его надеть, забываю. И свой первый хавин, директор марки. Обязательно гонят туда, иди маску одейте, даже за соготу лжани. А антисептики же маснахлатишь, температуру проверять. Дуча строгая, да. Впрочем, строгие меры в торговых заведениях применяются не только к представителям сферы услуг, но и посетителям. Антисептик запас маска жолужи, софет каждый жолужи, маска сак хачвейте, сухожвача, одал трошки маска, масок маск жолужва, цахамдас у нас все в порядке. Попросить выйти или отказать в обслуживании могут в любом магазине, если клиент не соблюдает меры предосторожности. Об этом предупреждают и пояснительные таблички, расклеенные по всему торговому залу. Здоровьем клиентов и работников руководители не рискуют пренебрегать. 99% у нас магазинов расклеены, что вход без маски запрещен, чтобы дистанция соблюдалась. И плюс дополнительно в каждом магазине есть антисептик и, соответственно, сделаны разметки. Плюс мы, когда бывают случаи нарушения режима, мы магазины опечатываем, закрываем. В входах стоит охрана, предупреждаем, у кого нету маски, сразу же там выдают маски, есть дополнительно. А также дополнительно мы эскалатор включили только в одном направлении, чтобы люди соблюдали дистанцию. Только за один визит контролеры выписывают десятки протоколов. Штрафы за несоблюдение масочного режима значительные. Для граждан от 1 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц от 10 до 50, а для предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей. В местах массового скопления людей выявили порядка 10-15 нарушений. Нарушения такие, как отсутствие масок, приняты меры административного характера. То есть они будут привлечены к административной ответственности. Соответствующий материал будет направлен в суд для принятия решения. Специалисты не устают повторять. Ситуация с уровнем заболеваемости напрямую зависит от сознательности самих граждан. Игнорирование элементарных требований чревато повторением весеннего сценария, когда пришлось вводить жесткий карантин. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2021 год. Так, в предстоящем учебном году большинство бюджетных мест по медицинским специальностям останутся целевыми. В частности, по специальности лечебное дело их доля составит 70%, по педиатрии 75%, а по наиболее дефицитным направлениям ординатуры, к примеру, анестезиология, рентгенология, кардиология, пульмонология и другие, все 100%. Среди других направлений самые большие квоты выделены для специальностей радиоэлектронные системы и комплексы, эксплуатация железных дорог и система обеспечения движения поездов. Их доля целевых мест составит 70%. Кроме того, по новым правилам, количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами государственной власти субъектов. Они возродят село вместе. Датых потихоньку обживается. Здесь наладили энерго- и газоснабжение, провели Wi-Fi. Таким образом реализуют программу комплексного развития социальной инфраструктуры. И бывшие сельчане вновь потянулись к истокам. Да еще каким! Это место богато не только пейзажами, но и природными ресурсами. Рина Цичуева расскажет. Сегодня здесь слышен детский смех, а по вечерам в домах горят огоньки. Постепенно в свое родное село возвращаются люди, которые покинули эти места еще в 90-х. Здесь, на земле отцов, они обретают душевный покой и занимаются хозяйством. Семья Макшарипа Мархеева уже точно никуда не уедет. Сегодня впервые за долгие годы по поручению главы республики Махмуда Али Калиматова в сельском поселении наладили газоснабжение. دعدخش كاش ده الله تقدرت خطي صدقش شو عم بعرقش بس ثاني بس يعني تعرف تستفيد دي قدرت خجاه از نتقو خلص بقدر يا حلق فيداج ليل دي عم دز حتى حنس از احتاد شو عم بعرقش بس خزمي موتك شي دار الله مج سواجي وزدق ده ذلك حم خزدق اوس فيداي بياخ موتك
Макшарип занимается сельским хозяйством. У него несколько голов крупного рогатого скота, козы, бараны и лошадь. Подавал документы на грант для поддержки своего дела. Очень ждет, что государство поможет. Со временем Макшарип перевез сюда семью. Специально для детей построил дом их мечты на дереве. Электричество проложено, кабельное телевидение тоже. Детям точно скучать не приходится. Тут хорошо смотреть мультики, играть, вот это играться. Тебе здесь нравится? Да. Вернуться в родной Датых мечтают многие. Желание стало еще больше, когда власти республики приняли решение возродить сельское поселение и начали реализацию программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Здесь построена современная насосная станция с мощностью 55 кубометров воды в сутки и резервуар объемом 100 кубометров в рамках национального проекта «Экология». شانس خالص مي يواجه جاز حدواش خيدو أصبول بيع أسفل ببرنامج بريك بيحكى شاقة يعني دوخ تيس تواس بيرم قدود حدو دوت يعني الله تزنق به بتشاه عمره سوق كزين ده يعني شخص خليج ده سام بقولنا عن شو الحال بخام بوش بيحكى لام بريسيدنت بريفيس إلي زوي قلوا أدمنستراسي زي توي يولي محمدي بريسيدنت رئيس بوكما وش بيحكى ترسمات البرد بيها حابين إنسان ترسمات عوض بيتابون. Раньше в Датыхе проживали больше 300 человек. По определенным обстоятельствам людям пришлось уехать отсюда. Дети сейчас обучаются в школах селения Галашки и Нестеровская. Последний раз в этом учебном заведении за этими партами знаний дети получали 11 лет назад. С тех пор единственная школа в сельском поселении пустует. Но по программе социально-экономического развития, которая функционирует в сельском поселении, в планах построить современное учебное заведение на 120 ученических мест. Гордость сельского поселения определенно природа, признается житель села Магомед Педиев. Здесь центр соляного источника. Природное богатство недр отличает это место от многих. Жители развивают древнейшее ремесло, добывают пищевую соль. Вот это, к примеру, получено из 5 литров соляной воды. Помимо этого, Магомед ведет хозяйство и разводит пчел. Когда мы вернулись в село, в первую очередь мы отремонтировали свой дом, крышу починили, стекла застеклили, печку отремонтировали, штукатурку внутри сделали и сверху штукатурку сделали. Пока одни сюда переехали окончательно, другие поставили вагончики и строят дома. В Датыхе надеются все начать сначала, как в добрые времена. Жить счастливо на своей земле, тем более, когда государство так заинтересовано в возрождении этого селения. Лина Сычуева, Адам Далаков. Новости 24. Е-диктант. Фонд содействия реформированию ЖКХ совместно с Фондом поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» приглашают жителей республики от 12 лет принять участие во всероссийском диктанте по энергосбережению в сфере ЖКХ. Он пройдет в онлайн-формате и в 2 этапа – с 30 ноября по 19 декабря. Цель акции – повышение знаний в области грамотного использования энергии и стимулирования интереса к теме энергосбережения. Лучших по завершению диктанта наградят дипломами и ценными призами. Новый очаг культуры в Нестеровском. Сельский ДК на стадии завершения строительных работ. Посещать его смогут более 200 человек. На объекте будут и новые рабочие места, и возможность проведения качественного досуга сельчан. Подробно об этом Микаил Тангеев. Это последние штрихи перед скорым открытием очередного объекта культурного значения в селении Нестеровское. Новый дом культуры на 200 зрителей уже в конце этого года распахнет свои двери для местных жителей. Сельчане ждут этого дня с нетерпением. Культура целая, дом культуры целый, харца ходен гет, сон вей знак ген гет, вей дизель, всегда занимается ди, хагр амдой, хамтигиш амдой, педни ходен гет, сон утлатыжден. Первые работы начались в январе этого года. Здание строят по федеральной целевой программе в рамках нацпроекта «Культура». В будущем здесь планируют проводить собрания жителей села, детей вовлекут в кружковую деятельность. Согласно проекту, в здании предусмотрено множество помещений для проведения культурно-массовых мероприятий, приобщения сельчан к прикладному искусству и традиционным ингушским ремеслам, мастерская, библиотека и большой концертный зал на 200 зрителей с просторной сценой для артистов.
Сейчас рабочие заняты укладкой ламината, на который установят мягкие и удобные кресла. Помимо этого, в отдельных кабинетах завершается покраска стен и отделочные работы. Бригада рабочих старается уложиться в сроки, но при этом все делается на совесть, используя лишь качественные материалы. Сейчас осталось цоколь, там буквально это день 3, наверное, там, и отделают у нас фасад композитной части. А так осталась вентиляция, начали, там тоже нужно доделать. И освещение по мелочи. В сельском поселении Нестеровское уже есть один центральный дом культуры. В будущем его планируют преобразовать в районный, а новое здание обретет статус местного значения. В нашем поселении одно рабочее место уже важно. А здесь не одно место будет, до 15 штатных работ мест здесь будет. Без хозчасти, я имею в виду, там уборщица, сторож. Это уже большое подспорье для нашей страницы. Рабочие места у нас, как вы знаете, острый вопрос у нас насчет этим. По республике тоже. В планах завершить строительство к 20 декабря. После открытия Дома культуры в селе появится новый центр творческой и общественной жизни, который поможет оградить подрастающее поколение от негативных явлений современного общества. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Из Ингушетии в эту призывную кампанию «Служить Родине» поедут около 200 человек. В каждой группе по 20 новобранцев. Отправка проходит с соблюдением всех мер безопасности в условиях эпидситуации. Об остальном расскажет наш корреспондент Идрис Ижиев. Республиканский военный комиссариат делает все, чтобы в вооруженных силах страны служили как можно больше наших ребят. При отборе призывников учитывается ряд критериев, в частности, физическая подготовка, образование, семейное положение, законопослушность и, самое главное, состояние здоровья. В целом, результаты осенней призывной удовлетворительны. Очередная отправка, ближайшая отправка у нас планируется на 4 декабря. Отправки, как мы уже говорили ранее, во все военные округа проходят различные рода войск. В связи с коронавирусной инфекцией у нас, как мы тоже отмечали неоднократно, проводятся дополнительные тесты на сборных пунктах перед отправкой призывников для того, чтобы исключить занесение инфекции. Благодаря внесенным поправкам в медкомиссию вероятность заражения ковидом удалось свести к минимуму. Заранее все условия были подготовлены для проведения тестов, для того, чтобы не было заражения, случая заражения. На самом сборном пункте, по пути их следования в воинские части, где они будут проходить службу. Все призывники, как мы уже отмечали, и работники военных комиссариатов в полной мере обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, то есть масками, перчатками, обеззараживающими средствами. Проводится регулярная дезинфекция помещений, так что таких случаев у нас не было. В течение всей кампании в ряды вооруженных сил России запланировано направить около 200 призывников из нашей республики. Каждая отправка насчитывает от 20 до 27 человек. Для ребят подготовлен специальный список лучших военных частей, где учитываются показатели медкомиссии, а также личное предпочтение. Наиболее распространенные рода войск, которые мы отправляем призывников, это сухопутные войска, военно-космические силы, железнодорожные войска, войска Национальной гвардии, будут сейчас отправки воздушно-десантные войска тоже, которые считаются элитными войсками. Не менее важно проводить с молодежью агитационную работу, чтобы ребята сами изъявили желание служить в рядах вооруженных сил и учиться в военных заведениях. По поручению главы республики ежегодно проходит предварительный отбор кандидатов на поступление в военные и учебные заведения по всей стране. Все желающие граждане служить, то есть проходить учебу в военных учебных заведениях, могут обратиться в военные комиссариаты. У нас большой выбор вузов. По всей стране 40 военных учебных заведений, высших военных учебных заведений, а также 26 средних военных учебных заведений. Отбор включает в себя определение у данного кандидата гражданства, его уровень образования, возраста, физической подготовки, здоровья, а также профессиональная его пригодность. Осенний призыв продлится до конца декабря. Затронет по предварительному плану около 1500 человек. Идрис Ижиев, Майрбек Миржоев, Новости 24.
В Музее краеведения действует выставка «Ко дню неизвестного солдата». Она знакомит жителей региона с подробностями событий 40-х, рассказывает об отважных бойцах и мужественных работников тыла, да и просто о тех людях, которым довелось увидеть и пришлось противостоять всем ужасам войны. О солдатах, чьи имена неизвестны, расскажет Амина Бокова. Бессмертная экспозиция. Именно такое название носит выставка «Ко дню неизвестного солдата» в Музее краеведения имени Тугана Мальсагова. В этом году ей исполняется 48 лет. Архивные документы, фотографии и, самое главное, фамилии ингушей, без вести пропавших на фронте. Их около 6 тысяч. По некоторым данным, число неизвестных солдат, уроженцев Ингушетии, превышает 14 тысяч человек. Но в музее представлена лишь часть фамилий наших соотечественников. Вместить все имена в одну экспозицию просто невозможно. Данные постоянно меняются. В выставке также представлена книга памяти, изданная в 2002 году, вырезки из архивных газет, журналы с миниатюрами картин ингушских художников, посвященных подвигу неизвестных солдат. Все то, что буквально по крупицам собирали работники музея больше полувека. Преимущественно мы работаем в архивах России, и мы обнаружили несколько имен наших земляков, которые похоронены в братских могилах в российских городах, где шла Великая Отечественная война. И эта работа продолжается. Общероссийский народный фронт представил Музею краеведения свои материалы, и кто хочет обратиться по поиску своего близкого, обратиться в Музей краеведения, и мы начнем эту работу. Экспозиция хоть и находится в музее на постоянной основе, но особый интерес вызывает у жителей именно в преддверии Дня неизвестного солдата. Во время экскурсии всем желающим рассказывают об истории памятной даты, которая была выбрана не случайно. 3 декабря 1966 года прах неизвестного защитника Москвы, бойца Красной армии из Братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. А 8 мая 1967 года там был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила неизвестного солдата». Этот мемориал стал символом, увековечившим память о подвиге всех солдат на фронтах Великой Отечественной войны. Подвиг твой бессмертен, имя твое неизвестно. Вот эти слова высечены на могиле неизвестного солдата, где зажгли огонь, вечный огонь, память об этом подвиге. Надо сказать авторам и человекам, который дал нам неизвестного солдата вечный огонь, это Егор Легачев, это Егорычев, первый секретарь горкома Москвы. Это был 1967 год, и вот с этого дня на могиле неизвестного солдата горит вечный огонь. День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и вооруженных конфликтов. Всего в вооруженных конфликтах и войнах 20 и 21 веков пропали без вести около 2 миллионов советских и российских граждан. В память о пропавших бойцах пишут стихотворения, рисуют картины, сочиняют песни и баллады. Самые известные сотрудники музея знают наизусть. Из гранита лицо, из гранита рука. На гранитной плите он застыл на века. Он отец или брат, неизвестный солдат. Мне знакомо лицо, мне знаком этот взгляд. Это было на фронте со связкой гранат. Свое сердце взорвал этот гордый солдат. Каждый год десятки тысяч людей, благодаря помощи, созданного при участии Минобороны России электронного ресурса, обобщенный банк данных «Мемориал», находят информацию о родных и близких, связь с которыми оборвалась в годы Великой Отечественной войны. В Ингушетии активную работу по поиску пропавших солдат ведет поисковое движение «Малгобек». Только за прошлый год им удалось поднять и перезахоронить останки 14 солдат. Амина Бокова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Усвоить, закрепить и в дальнейшем применять в жизни. Информационная кампания «Зебра» – это авторский проект, который поможет воспитать в детях чувство самосохранения. Оно во многом и спасает на дорогах региона. Сегодня в 6-й школе Насыркорта при участии сотрудников ГИБДД прошла лекция. Итоги разъяснительной работы в репортаже Тамары Хашагульговой. Именно когда начинает загораться желтый на светофорах перед красным, им нужно завершить маневр. И если для вас уже горит зеленый, ни в коем случае не переходите в проезжую часть.
Вместо знакомых педагогов сотрудники ГИБДД. Записывать ничего не надо. Главное внимательно слушать, отвечать на вопросы и делать правильные выводы. Лучше переходить с большим количеством людей. Это более безопасней. Им еще рано за руль, но о том, как вести себя на дороге, они уже знают. Замира Дзангиева на вопросы инспекторов ГИБДД отвечает без запинки. Еще бы, ведь все эти правила она не раз применяла на практике. Когда я была маленькой, и мы с дядей ехали в машину, он меня спрашивал разные вопросы, мне задавал касательно правил дорожного движения. И если я не знала, он начинал мне объяснять по дороге. Мы ехали, и разным знаками меня спрашивал, там я научилась с ним. Все по дороге. Как не стать виновником ДТП или жертвой аварии? Госавтоинспекторы не просто рассказывают, какие опасности детей подстерегают на дороге, а стараются привить практические навыки, необходимые для их безопасности. Информационная кампания «Зебра» – это проект Исмаила Ажигова, реализуемый совместно с сотрудниками ГИБДД. На его создание натолкнула неутешительная статистика ДТП с участием несовершеннолетних. Информационная кампания «Зебра», мой проект, направлен на создание условий для овладения школьниками навыком безопасного поведения на дорогах и также информирование автолюбителей в области нерегулированных пешеходных переходов. В нашей республике остро стоит проблема в том, что наши автолюбители не притормаживают перед нерегулированными пешеходными переходами, и также пешеходы переходят в неположенном месте. Проект пока что планируется организовать в 6 школах. Не просто объяснить на словах, но закрепить полученные знания на бумаге. Каждому участнику урока памятка в подарок. А в конце лекции еще и сертификат, заверяющий, что эти ребята знают правила ПДД лучше многих взрослых. Я живу далеко от школы, и поэтому мы ездим сюда в школу на автобусе. И когда мы слезаем с автобуса, мы ждем, пока он уедет, включаю пешеходный переход, потом смотрю, чтобы все автомобили остановились, потом только перехожу дорогу. Нельзя отвлекать родителей, когда ты едешь в машине. Нужно переходить дорогу только присмотром взрослых. А когда нет светофора пешеходного и нету зебры нужно подождать, пока остановится машина. Не секрет, что пешеходы – самая незащищенная категория участников дорожного движения. По статистике, несовершеннолетние жертвами автокатастроф становятся не реже, чем взрослые. А с началом учебного года число ДТП с их участием увеличивается в несколько раз. В общем, статистика у нас 22 дорожно-транспортных происшествий, у нас 4 детей погибших и 18 раненых. Но большой процент у нас, к сожалению, раненых и погибших – это дети-пассажиры. У нас 4 погибших и 18 детей раненых. Поэтому проводим 7-минутки безопасности. И подобные проекты нам помогают, конечно, все больше и интереснее развивать в детях правила дорожного движения, чтобы они их использовали. И если же их не взрослые родители или же домочадцы не соблюдают правила дорожного движения, они призывали их к порядку. Полученные знания ребята уже применяют на практике. Многих из них ждет самостоятельная дорога в школу и обратно. Еще одна часть проекта – установка макета учащегося рядом с учебным заведением. По задумке, при виде него водитель сбавит скорость, ведь дети на проезжей части в этом районе могут появиться неожиданно. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.